Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мухтарам джамаат. Альхамдулиллахи раббил аламин, ассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин, сайидина Мухаммадин аля алейхи ва саллям. Мы с вами продолжаем изучение текста акиды, написанного известным ханафитским богословом имамом Тахави, в толковании другого известного богослова имама Аль-Бабирти. На прошлом уроке мы с вами вспоминали такие сифаты Аллаха Та'аля, как Кайюм, то есть существующие независимо и обеспечивающие существование всего остального. Говорили ля янам, Аллах Та'аля не спит. То, что Он создатель, но в своих созданиях не нуждается, создатель без нужды. Что для того, чтобы давать нам пропитание Аллаху Та'аля, для Него никаких затруднений нет. И когда Он нас умертвляет, то никакой ответственности не несет. И наше оживление для Него не является сложным. То есть наше воскрешение в судный день. Сегодня мы будем говорить об извечности сифатов Аллаху Та'аля. Мы с вами говорили о том, что Аллах Та'аля сам извечен, то есть у Него нет начала, у божественной сущности нет начала. Что же можно сказать о Его сифатах? Имам Тахави говорит: «Ма заля би сифатихи кадиман кабля халкихи, ولم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته». То есть «Ма заля би сифатихи кадиман кабля халкихи». Он извечно не переставал существовать вместе со своими сифатами, вместе со своими атрибутами кабля халкихи, до того, как создал весь этот мир. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته. И посредством создания этого мира Аллаху Та'аля никаких новых сифатов не приобрел. Откуда возник этот вопрос? Почему ученые Ахлюс Сунна валь Джамаа были вынуждены говорить об этом? Дело в том, что му'тазилиты, размышляя по поводу сифатов Аллаха Та'аля, пришли к такому пониманию. Ага, вот есть Аллаху Та'аля. Аллаху Та'аля извечен, божественная сущность извечна, у нее нет начала, не рожден, не возник, не создан. Вот божественная сущность, она извечна. Но если мы скажем, что у Аллаха Та'аля есть сифаты, это му'тазилитские слова, что у Аллаха Та'аля есть сифаты, что эти сифаты тоже извечны, получится много извечных. Как будто в их понимании много божеств. Поэтому они сказали: нет, не может быть такого, чтобы у Аллаха Та'аля есть сифаты. Вот есть Аллах Та'аля, его сущность, сифатов у него нет. Он могущественный, но без могущества. Он знающий, но без знания, он обладающий волей, но без воли и так далее и тому подобное. То есть они говорили, что да, Аллах Та'аля такой, но сифатов у него нет, говорили. И Ахлю Сунна валь Джамаа, поскольку в Коране-то про сифаты Аллаха Та'аля много аятов, и не зря же Аллах Та'аля все это упоминает. Например, «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим», «Валя юхитуна бишай'ин мин альмихи», и не объемлют они ничего из его знания. Ага, упоминается сифат ильм, знание. «Инна Аллаху вар-раззаку зул кувватиль матин». Здесь воистину Аллах Та'аля, дающий пропитание, обладающий силой. Здесь упоминается, что Аллах Та'аля дает пропитание, сифат, и то, что обладает силой и могуществом. Аль-хай аль-кайюм, то есть живой
и обеспечивающий жизнь всего остального. Еще один аят. «Гуас сами аль-басир». То есть не зря же Аллаху Тааля о себе в Коране это все говорит. И поэтому ученые Ахлюс Сунна валь Джамаа заявили, что му'тазилитская точка зрения неправильная, и что Аллаху Тааля сифаты присущи, и не просто присущи, сифаты Аллаху Тааля извечны. То есть так же, как извечен Аллаху Тааля, так же сифаты Его извечны. Но сифаты не отдельные от Аллаху Тааля, они Ему присущи. Поэтому вполне логично, что и до создания творений у Аллаха Тааля эти все сифаты были. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. Точно так же, как Аллаху Тааля со всеми своими сифатами был извечным, так же Он остается вечным. То есть Аллаху Тааля не может потерять свои сифаты. Если мы говорим про человека, человек в течение жизни что-то приобретает, что-то теряет. Скажем, в молодости у человека квалификация невысокая, но он что-то, допустим, научился делать. Был студентом, каким-то образом подрабатывал, например, тексты набирал. У него появился навык набора текстов. Затем он отучился, получил другую работу и набором долгое время не занимался. Занимался каким-то трудом, например, медик или инженер. И этот сифат набирать текст на клавиатуре, он утратился у него. Или, скажем, знания, которыми человек не пользуется. Они забываются, человек их теряет. Для Аллаха Тааля такого нет. То есть, как были у Аллаха Тааля сифаты извечные, они все сифаты у Него и сейчас есть, и будут присущи Ему вечно. Никаких изменений с Аллаху Тааля и с Его сифатами произойти не может. Дальше имам Тахауи, объясняя эту тему, углубляясь в нее, говорит: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. Здесь употребляются два термина «халик» и «аль-бари». Они синонимичные, поэтому эту длинную фразу мы переведем коротко, поскольку она повторяется. То есть имам Тахауи говорит: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق. Аллах Тааля не приобрел имя Создатель или не приобрел сифат Создатель после того, как создал творение. Как это понимать? Снова сравниваем с человеком. Здесь молодых много сидят, они где-то учатся. И в результате учебы человек получает диплом. В дипломе указана какая-то квалификация. Например, бакалавр чего-то. Или в дипломе прописано, если это религиозное учебное заведение, например, в дипломе прописано имам хатыб. Или преподаватель, или еще что-то. То есть, получая образование, мы получаем какую-то профессию, приобретаем новое качество. То есть пока студент, шакир учится в мадресе, у него этого качества нет уже. Его же никто хазратом не называет, имамом никто не называет. Его можно поставить имамом. Но по факту, пока он документ не получил, это и в уставе прописано религиозной организации, что должен иметь соответствующее образование религиозное. Поэтому его никто не называет, имамом или хазратом. Или другой пример. Кто-то, из нас взял и другу своему машину отремонтировал. С этого момента мы этого человека называем автомехаником или мастером. Правильно?
Ну и так далее, там подобное. Кто-то из нас взял такую красивую, хорошую табуретку, сделал. С этого момента мы его называем столяром. Правильно? То есть он доказал, что он это может, и приобрел новые качества за счет этого. Понятно, о чем идет речь? То есть, совершая какие-то действия, мы в этом мире повышаем свой уровень и приобретаем какую-то новую квалификацию. Что касается Аллаха Тааля, то в отношении у него это недействительно. То есть, если мы, делая что-то, мы совершенствуемся, то Аллах Тааля извечно совершенен. Он всегда был совершенен, ему не нужно совершенствоваться, развиваться. Поэтому, создав этот мир, Аллах Тааля не приобрел имя Создатель. Он назывался или имел сифат Создатель и до создания этого мира. Он был слышащим и до того, как создал творение, которое издает звук. То есть и до того, как Аллах Тааля человека создал, и до того, как создал водопады, и до того, как создал птиц, Аллах Тааля назывался или имел сифат слышащий. И до того, как Аллах Тааля создал что-то зримое, то, что можно увидеть, Аллах Тааля имел сифат видящий. И так далее, там подобное. Лаху ма'на ар-рубубийя ва ла марбуб, ва ма'на аль-халики ва ла махлук. Имам Тахави, продолжая, говорит, Аллаху Тааля назывался Господом, и еще тогда, когда не было тех, в отношении кого это господство проявляется. То есть, если мы берем слово «Господь», то оно имеет смысл «создатель», «оживляющий», «умертвляющий», «дающий пропитание», «управляющий». Вот 5 смыслов у слова «Господь». То есть это вот те милости основные, которые Аллах Тааля нам оказывает. Но даже тогда, когда не было кого создать, даже тогда, когда не было кого оживить, умертвить, дать пропитание, даже когда не было тех, кем нужно управлять, Аллах Тааля все равно был Господом Рабб. Точно так же, до того, как сотворить творение, Аллах Тааля имел сифат Творец. Имам Тахави, продолжая, говорит, «Залика бианнаху аля кулли шай'ин кадир». Это по той причине, что Аллаху Тааля на всякую вещь мощен. То есть Аллаху Тааля обладает безграничным могуществом, и именно поэтому у него все эти сифаты были до того, как он сотворил все сущее. «Ва куллю шай'ин илейхи факир». И каждая вещь в нем нуждается, то есть все нуждается в Аллаху Тааля. Неважно, живое или неживое, в любом случае нуждается в Аллаху Тааля. Во-первых, нуждается в том, чтобы быть созданным. То есть даже камень простой, который лежит где-нибудь на краю дороги, он сам по себе не может появиться. Нужен Создатель, он нуждается в Создателе. А помимо этого, камень занимает объем. То есть он нуждается, чтобы Аллах Тааля подарил ему этот объем, сделал для него этот объем, пространство. И не просто подарил, чтобы этот объем, это пространство за ним постоянно сохранялось, сколько этот камень существует. Что касается живых существ, то тем более. Мы нуждаемся и в пространстве, и в воздухе, и в пище, и в воде, и в соответствующей температуре и так далее и тому подобное. Это все нам дарует Аллах Тааля. Помимо воли Аллаха Тааля мы не способны совершить даже мельчайшее движение.
Аллах Та'аля в Коране по этому поводу говорит: «А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Валлаху халякакум ва ма та'малун». Аллах Та'аля создал вас и те деяния, которые вы делаете. То есть даже чтобы элементарно махнуть рукой, подвигать рукой, сделать шаг, мы нуждаемся в божественной поддержке. Потому что именно Аллах Та'аля создает наши деяния. Другой пример. Скажем, наше сердце постоянно сокращается, то есть с определенным ритмом происходит сокращение, и снова оно набирает кровь. Потом снова эту кровь выталкивает. Возникает вопрос: а почему оно спокойно-то ему не сидится, почему оно бьется? Ответ есть, конечно. Мозг подает электрический сигнал. Сердце – это же мышца. А при подаче напряжения электрического тока мышца сокращается. Вроде бы объяснение есть. Мозг подает сердцу импульс, и происходит сокращение этой мышцы. Ну а вот почему мозг подает этот импульс, сигнал? Ответа нет. Почему мозгу-то спокойно не сидится? Почему он постоянно этот импульс подает? То есть вот здесь еще одно доказательство, что без воли Аллаха Та'аля наше сердце ни один раз не стукнет, не будет оно сокращаться. Поэтому куллю шайин иляйхи факир. Все сущее нуждается в Аллаху Та'аля. Без него никак. Ва куллю амрин алейхи ясир. И любое дело для него легко. Но об этом, в принципе, мы в прошлый раз говорили, и подтверждаю, только вспоминаем аят, где Аллах Та'аля говорит: «А'уду биллахи минаш шайтанир раджим, иннама амруху иза арада шай'ан ан якуль лаху кун фаякун». Дело Аллаху Та'аля, если Он что-либо захочет, сказать Ему «будь», и оно будет. То есть Аллах Та'аля не нуждается в таких сложных технологиях, как у нас. Скажем, нам нужен станок, чтобы, например, выточить болт. Нам нужна печь, и нам нужно огромное количество энергии, чтобы выпечь лепешки. Скажем, собрать iPhone. Еще более сложные технологии. Это изготовление деталей, это сборка, там ни пылинки не должно быть на этом производстве и так далее и тому подобное. Тонкостей много, процесс сложный. Для Аллаха Та'аля нет понятия технологического процесса. Кун фаякун, будь, и оно будет. Появляется. То есть безграничное могущество. Валя яхтаджу иля шейин. И он ни в чем не нуждается. Если мы перечислили, что мы нуждаемся в воздухе, пище, сне, питье и так далее и тому подобное, Аллах Та'аля вообще ни в чем не нуждается. Он абсолютен в этом понимании. Даже в нас не нуждается. Да, Он нас создал, сказал, что в аяте сказал, что я создал джиннов и людей для поклонения, чтобы они мне поклонялись. Но здесь не подразумевается, что Аллах Та'аля нуждается в нашем поклонении. Он в нем не нуждается. Даже если бы Аллах Та'аля нас не создал, Он ничего бы не потерял. И создав нас, Аллах Та'аля ничего не приобрел. Поэтому Он вообще ни в чем не нуждается. А смысл этого аята, ученые поясняют, «Ли'амурахум би'ибадати», чтобы повелеть людям поклоняться мне. Вот для чего Аллах Та'аля создал джиннов и людей. Все. «Лейса камитхили шей'у ва хуа ас-сами'у аль-басир». И завершая этот отрывок, имам Тахави приводит аят. То есть в свой текст он вставляет аят, в котором сказано: «А'уду биллахи минаш шайтанир раджим, лейса камитхили шей'у ва хуа ас-сами'у аль-басир». Нет ничего подобного ему, он слышащий, видящий. Этот аят является базовым в понимании сифатов Аллаха Та'аля. По этому поводу есть высказывание ученых: «Ма хатара бибалика, фаллаху Та'аля гайру залика».
Что бы тебе на ум не пришло, Аллах Та'аля от этого отличается. То есть мы не представить, не вообразить Аллаха Та'аля не можем. Он ни на что, ни на кого не похож, ничему не равен, ничему не подобен и так далее и тому подобное. Например, этом ас-сами' аль-басир, слышащий и видящий. Дальше имам Тахауи переходит к вопросу предопределения. И нужно отметить, что предопределение связано с двумя, можно сказать, даже тремя сифатами Аллаха Та'аля. Это, во-первых, знание, аль-ильм, знание Аллаха Та'аля о том, что должно произойти. По-арабски это называется када. Второй сифат аль-кудра, могущество Аллаха Та'аля. То есть Аллах Та'аля, мы говорим, знает, и до нашего создания знал, что, где, как мы будем. И Аллах Та'аля своим могуществом может сделать, то есть создать нас и сделать для нас, создать для нас те условия, в которых мы живем. Создать для нас те события, через которые мы должны пройти в этом мире. Ну и третий сифат аль-ирада, воля. То есть своей волей Аллах Та'аля выбирает, когда, кому или чему, в каком состоянии, где. Вот эти три основных сифата, имеющие отношение к предопределению. И имам Тахауи говорит: «Халяк аль-халка би'ильмихи ва каддара лахум акдаран». Аллаху Та'аля создал все творения по своему знанию и предопределил их судьбы. Как мы с вами сказали, в предопределении есть два компонента – када и кадар. Када – это знание Аллаха Та'аля обо всем, что должно произойти. И здесь нужно отметить, что у предопределения есть своя предыстория. Согласно одного из хадисов, но по поводу этого хадиса есть разногласия, по поводу его смысла. Почему? Потому что в других хадисах другой называется, но для нас не важно, что было первым. Данный хадис нам сообщает, что первым созданием Аллаха Та'аля был калям, перо. Но не суть важно, что первое, важна сама суть этого хадиса. Вот этому перу Аллаху Та'аля дал повеление: пиши. Перо спросило, что писать? И Аллаху Та'аля ответил: запиши все, что должно произойти с этого момента вплоть до судного дня. И повеление Аллаха Та'аля, перо, все это записало вплоть до мельчайших подробностей. Из Корана мы знаем, что даже лист дерева не падает без ведома Аллаха Та'аля. А это сложный процесс. Падение листа с дерева здесь и физика, и раздел физики, называемый сопротивление материалов. Здесь и химия, здесь и биология, здесь аэродинамика. То есть нужно знать, когда этот лист засохнет. Нужно знать, насколько он прочно держится за ветку. Нужно знать, когда эта прочность исчезнет от сопротивления материалов. И нужно знать, по какой траектории лист будет падать на землю. А конфигурация у листа очень сложная. Засыхая, он желтеет, засыхая, он коробится. Поэтому даже мельчайшее вот это событие, падение всего лишь, для нас всего лишь падение листочка с дерева. Но на самом деле в этом скрыто столько знания, что ни один из нас просчитать это не в состоянии. Можно привести еще более, скажем, глубокий пример вот этого божественного знания вплоть до мелочей. Точный год назвать не могу и место, но суть истории такова, что после того, как Колумб открыл Америку, начинается постепенно ее колонизация, и европейцы ее постепенно захватывают.
И вот один из отрядов европейцев со своего судна высаживается на один из островов близ побережья Америки. Они делают попытку вытеснить индейцев, сражаются с ними, но победить не могут, все войско европейцев погибает. Причина банальная – малярия, разносчиками которой являются комары. То есть до создания небес и земли, до создания Вселенной Аллаху Тааля знал, какого солдата, какой именно комар должен укусить, в каком объеме вирус должен попасть в организм, насколько сильный организм, насколько долго он будет сопротивляться болезни, и как быстро болезнь его победит. Это мельчайшее, мы это только в микроскоп можем увидеть, эти вирусы. Вот на таком даже мельчайшем уровне знания Аллаха Тааля и еще более глубокое, более безграничное. То есть вот этим своим знанием Аллаху Тааля, будучи нашим Создателем, все наши судьбы определил. То есть здесь не идет речь о том, что Аллах Тааля принуждает нас поступать в жизни именно так, как мы поступаем. Здесь речь идет о знании. Можно привести пример или аналогию с изобретателем. Но поскольку здесь большинство мужчин сидит, слушать нас и женщины могут, поэтому два примера приведем, хорошо. Мужчины идут в магазин и представляют, что они покупают дрель, женщины утюг или стиральную машину. И мы все знаем, что в коробке, где хранится инструмент, обязательно есть книжечка, в которой прописаны условия работы этого инструмента. Про бытовую дрель мы получаем одну информацию, про профессиональную другую. То же самое и, скажем, какие-то женские кухонные инструменты. Если это бытовая мясорубка, то там одна информация, если профессиональная информация, другая немножко. По продолжительности работы, по обслуживанию и так далее и тому подобное. Соответственно, у нас возникает вопрос, откуда это известно? А дело в том, что тот, кто изобретает эту мясорубку, он знает, какое количество, какого провода нужно намотать, где, куда какие детали. Ну и, соответственно, если бытовой инструмент, то детали подешевле. Если инструмент профессиональный, детали подороже, провод потолще, витков побольше, чтобы служил долго. Точно так же, как, скажем, допустим, там прописано, при использовании этого инструмента более, скажем, 2 часов в неделю возможен выход из строя. Откуда это знает изобретатель? А потому что он все посчитал, да еще и эксперимент провел. Что касается Аллаха Тааля, то его знание вообще безгранично. И будучи нашим Создателем нас, Аллаху Тааля, знает о нас все абсолютно. Поэтому для Аллаха Тааля не составляет никакой сложности знать судьбы всех нас и все это зафиксировать. И это при том, что на сегодняшний день нас на Земле живет более 7 миллиардов, и наши судьбы, причем, пересекаются друг с другом. Судьба покупателя и продавца. Скажем, сегодня они в магазине встретились, покупатель что-то пришел покупать, продавец продает. Кто кому какие слова скажет, Аллах Тааля заранее знал. Какая будет реакция, поссорятся они, не поссорятся, или наоборот, общение будет позитивное. Еще до создания небес и земли Аллах Тааля все это знал. И своим могуществом он это осуществляет. Своим могуществом Аллаху Тааля для покупателя создал этот магазин, сделал так, чтобы покупатель дожил до этого дня, когда он встретится именно с этим продавцом именно в этот день и скажет ему именно эти слова. То есть это могущество Аллаху Тааля. То есть мы говорим, знал,
своим знанием и осуществил своим могуществом. Вот она суть предопределения. Но при этом Аллах Та'аля нам дает выбор. Поэтому вот халяк аль-халка би'альмихи ва каддара лахум акдаран. То есть Аллах Та'аля создал творение, халяк аль-халка би'альмихи, создал творение по своему знанию и предписал их судьбы. То есть по своему знанию еще подразумевает, что Аллах Та'аля знал, что мы должны быть именно такими, но организм человека, он создан очень мудро. Аллах Та'аля знал, что организм у нас и должен быть именно таким, и таким Аллах Та'аля, таким именно нас создал и предопределил наши судьбы. وَضَرَبَ لَهُمْ أَجَالًا. Аллах Та'аля определил срок смерти каждого человека. То есть срок смерти определен. Человек ни на мгновение меньше, ни на мгновение больше прожить не сможет. Все известно, сколько литров воздуха мы передышим, сколько литров воды выпьем, какое количество пищи съедим, какое количество какой одежды сносим и так далее и тому подобное. Ну и, соответственно, смерть. И причина смерти совершенно не имеет никакого значения. Она лишь видимая сторона смерти. На самом деле смерть исходит только от Аллаха Та'аля. Ни от пули, ни от яда, ни от удара током, ни от болезни, ни от вируса, только от Аллаха Та'аля. Вирус, пуля, яд – это все только видимое. Почему? Потому что и яд не может не подействовать, и человек, падая с высоты, может получиться так, что у него не царапины. Сугроб, белевые веревки и так далее и тому подобное. И так далее, и так далее. И здесь вот мы немножко отходим от темы и говорим, чем для нас важна эта тема. То есть эта тема дает нам спокойствие психологическое. Мы перестаем бояться самолетов, поездов, вообще перестаем бояться выходить из дома. Почему? Потому что срок смерти предопределен. Неважно, дома ты, не дома, в путешествии, если тебе суждено умереть, в любом случае умрешь. Если тебе суждено жить, в любом случае ты будешь жить. Некоторые люди на самолетах боятся летать. Кто-то, скажем, боится на улицу выйти. Но на самом деле и дома небезопасно. Метеориты падают. Почему не именно в тебя? Даже глоток воды, даже меньше глотка, даже капля воды может быть причиной смерти человека. Соответственно, из этого мы делаем вывод, что бояться-то в принципе нечего. По-любому в свой предназначенный для тебя срок ты уйдешь. И никто тебя удержать не сможет. لم يخفى عليه شيء من أفعالهم قبل أن خلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. Ну, в принципе, об этом мы уже сказали. Для Аллаха Та'аля не было ничего скрытного из их деяний до того, как Он их создал. И Он знал, какие деяния они будут совершать до того, как их создать. Но это мы с вами отметили, что это по абсолютному божественному знанию. Знание Аллаха Та'аля безгранично, Он знает все, поэтому до нашего создания Аллах Та'аля все это знал. وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ. И Аллах Та'аля повелел им, то есть людям, джиннам, повиноваться Ему и запретил ослушаться. Здесь Аллах Та'аля обрисовывает для нас задачи, что мы должны в этом мире делать. То есть наша задача не
Съесть как можно больше вкусных фруктов, больше мороженого, заработать побольше миллиардов – это не наша задача. Это рызк, который исходит от Аллаха Тааля. А наша задача – повиноваться, и наша задача – воздерживаться. Повиноваться в том, что Он повелел, и воздерживаться от того, что Он запретил. وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِقُدْرَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ. Каждая вещь, каждое событие происходит по божественной воле и могуществу. Но про эти сифаты мы тоже сказали. مَشِيئَتُهُ تَنْفُذُ لَا مَشِيئَةَ لِلْعِبَادِ إِلَّا مَا شَاءَ لَهُمْ فَمَا شَاءَ لَهُمْ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ. وَمَشِيئَتُهُ تَنْفَذُ. Воля Аллаха Тааля всегда 100% обязательно исполняется. То есть не может быть такого, что Аллах Тааля в предопределении знает одно, а с нами происходит другое. Мы, оказывается, сильнее оказались. Божественное могущество. Нет, такого не может быть. Если мы, допустим, строим какой-то план, скажем, план мероприятий или бизнес-план пишем, то у нас может произойти несовпадение, поскольку всего мы не знаем. Ну, доллар там скакнул, но цена на нефть. И, соответственно, бизнес-план, он превращается в пачку макулатуры. Или, скажем, мы какое-то мероприятие запланировали. То же самое. Может 100% совпасть, скажем, конкурс чтения Корана для детей. Первое там выступление, скажем, главы района, второй пункт выступления имама Мухтасиба, третье выступление председателя жюри, дальше участники, потом работа жюри, награждение, чаепитие. Мы знаем, мы предполагаем, что у нас, скажем, должно быть столько-то участников, например, 25. А по факту смотрим, оказывается, не попали. Глава района уехал на совещание. Мухтасиб тоже на совещание какое-то уехал. Уже их заместители, не они сами. Из наших 25 участников 5 не смогло прийти. У кого грипп, кто у дедушки, у бабушки и так далее и тому подобное. Соответственно, и в наградах изменения, и в чаепитии изменения. У Аллаха Тааля быть такого не может. Если Он нас знает, то 100% так и будет. И никак по-другому. «Ля маши'ата лил'ибади илля ма ша'a лахум». И нет у людей воли, кроме того, что Аллах Тааля им желает. «Фама ша'a лахум кяна». То, что Аллах Тааля для них пожелает, будет. «Фама лам яша'а лам якун». А то, что Он для них не пожелает, не будет. То есть здесь не говорится снова о том, что человек безвольное создание. Нет. Здесь речь идет о том, что да, у человека есть воля, но воля его ограничивается выбором. Сделать хороший поступок или сделать плохой поступок. Что касается событий нашей жизни, то здесь у нас никакой воли нет. Эти события происходят по воле Аллаха Тааля. И яркой иллюстрацией этого является история с Мусой, алейхиссалям, и фараоном. Мы ее все прекрасно знаем. Фараону его колдуны предсказали: еврейский мальчик станет причиной твоей погибели. Что сделал фараон? Он сделал все для того, чтобы истребить всех этих еврейских мальчиков. Вроде бы он все причины предпринял. Указ издал. Солдаты бегали, искали мальчиков, убивали. Но могущество Аллаху Тааля настолько безгранично, что Фараон этого еврейского мальчика воспитал своими собственными руками в своем дворце, вскормил. Поэтому могущество Аллаха Тааля безгранично. И своим могуществом Аллах Тааля вершит наше предопределение.